Добрый вечер. А теперь о главном. День сегодняшнего заседания Георгия Кеңеша совпал с датой принятия нынешними депутатами присяги 5 лет назад. Поэтому некоторые эксперты и даже юристы говорят, что сегодня закончился срок полномочий депутатов, и Георгий Кеңеш становится нелегитимным. На полях сессии сегодняшней Эмирбек Текебаев внес разъяснение, назвав позицию таких юристов безответственной. Депутат избирается на 5 лет. Но по тем или иным причинам, если выборы состоятся раньше срока или позже срока, они все равно освободят свое место в новом парламенте. Вот давайте порассуждаем по тому безответственному сценарию, что сегодня полномочия парламента прекращаются. По такой логике 20 декабря будут парламентские выборы. А если вдруг парламентские выборы опять не состоятся? Текебаев также сообщил, что отмена итогов выборов, прошедших 4 октября, ввела Кыргызстан в непростую ситуацию, которую только лишь соблюдением буквы имеющихся законов не решить. На эту политическую проблему наложилась и проблема ковида, в связи с чем даже Олимпиада в Токио была перенесена на год. И Кыргызстан тоже весной перенес местные выборы, а депутаты, полномочия которых закончились, работают. За этот год в 47 странах выборы разного уровня были перенесены в связи с ковидом. В некоторых странах выборы президента, выборы парламента. И в нашей стране такие тоже переносы были. В частности, выборы города Ош, Такмаке и в Каракуле были перенесены. Но депутаты по принципу непрерывности до сих пор работают. Утверждают бюджет города, утверждают в некоторых городах даже мэра. Георгий Кеңеш сегодня также рассматривал кандидатуры Эльвиры Сурабалдиевой на пост вице-премьера по социальным вопросам и Аиды Исмаиловой, которая освободила этот пост на должность министра труда и социального развития. Министр Улугбек Кочкоров ушел вчера вечером якобы в отставку в связи с якобы переходом на другую работу. Впервые за многие годы Георгий Кеңеш не утвердил претендента, предложенного правительством, на пост министра. Когда становились вице-премьер-министром, вы говорили, что не будете участвовать в выборах, а в августе пошли на выборы. Сейчас вы идете на министра. Теперь вы будете участвовать в выборах? Дастан Далабаевич, я сейчас иду на министра социального развития, чтобы работать для народа. Вы спрашиваете про выборы. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра. И на другие вопросы Исмаилова отвечала чересчур общо, за что и поплатилась. В частности, депутат Марлен Маматалиев спросил у нее, чем отличается министерство от госкомитета. И претендент на пост министра, бывшая до этого вице-премьером, не смогла ответить. Аида Джикшимбаевна, вы работали вице-премьер-министром. Чем отличается министерство от госкомитета? Я иду сейчас на министра социального производства. Не знаете. Согласно статье 25 Закона о правительстве, министерство – это орган исполнительной власти, претворяющий государственную политику в соответствующей сфере, а Госкомитет осуществляет межотраслевую координацию той или иной деятельности. Однако все мы видим на практике, что действия и полномочия министерств и госкомитетов схожи, а некоторые де-факто комитеты называются де-юре министерствами. Например, есть комитет промышленности, энергетики и недропользования, ответственный сразу за 3 отрасли. Но есть и Министерство труда и социального развития, которое тоже действует не в одной сфере. А Госкомитет по делам обороны занимается главным образом только вопросами обороны. При такой общей вольности не мудрено, что отдельные министры оказываются еще вольнее. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айып. Всего вам хорошего и до свидания.